И как мы задумали в свое время, мы решили продолжить передачу. И сегодняшняя тема нашей передачи – это Ее Величество литература. Когда я обращаюсь к студентам Арктического института, я хочу представить вам сегодняшних наших гостей. Сегодня к нам в актовый зал нашего института пришли, скажем так, тузы якутской литературы. Перед нами сегодня сидят такие известные, популярные, очень такие талантливые и, я бы даже сказал, важные для люди, важные для духовной ситуации нашей республики. И писатели, которые уже много лет являются, скажем так, носителями духовной ауры нашей республики. Наталья Ивановна Армантьева, народный писатель нашей республики, народный поэт республики, Владимир Николаевич Федоров, лауреат Государственной премии имени Аюнского, поэт, писатель, драматург, журналист и много-много еще. Николай Алексеевич Лудинов, народный писатель республики. Андрей Васильевич Кривошапкин, известный поэт, писатель, прозаик, политический деятель нашей республики. И Андрей Васильевич Кривошапкин, поэт, прозаик, известный политический деятель нашей республики. Дорогие студенты, дорогие ребята, я писателей, которые пришли сегодня на эту передачу, знаю давно. И поэтому те вопросы, которые возникают у меня в моей голове, те соразмышления, которые будут идти во время этой передачи, они очень личные. Я думаю, что вы, каждый также будете спрашивать вопросы. Я думаю, что вы где-то в основном примерно представляете, читали произведения наших писателей, да? Итак, вот я интересуюсь судьбой писателей нашей республики. Каждый раз прихожу к мысли о том, что наша литература нашей республики, литература якутских писателей имеет
уникальна тем, что мы помним очень многое, помним совершенно иную жизнь, которой сегодня нет. И мы были где-то и участниками этого дела, и мы видели разрушение государства, становление новых взаимоотношений. И вот мы живем в новом веке. И вот на ваш вопрос, Андрей Савич, я отвечу так, что, конечно, человек является продуктом обязательно определенных ситуаций. Я думаю, что совершенно свободный человек – это несчастный человек, у которого нет никаких обязательств ни перед тем, который волен в самом таком широком смысле. А человек в основном нормальный человек, нравственный человек всякого времени, человек, который вырастает из каких-то определенных ситуаций, определенного образа жизни и определенных традиций. Также, конечно, не может писатель быть свободным от традиций своего народа. И также на этом ключе я отвечу так, что, конечно, я, наверное, вырос, из этих традиций. И выбор темы, как вы понимаете, у меня даже просто голый выбор темы, наверное, глубоко традиционный, потому что эта тема нашей литературы вводит и меня по нынешнему моему состоянию. А вот роман Русский же с самого начала, с первых произведений он поставил перед собой планетарные задачи. Также произведение Аюнского, вот возьмите, Александр Македонский и вообще все его творчество. Конечно, человек, писатель, выросший в такой литературе, я думаю, что не может не написать роман Чингисхана. сон шамана Павловского – это планетарное осмысление истории. Да. Андрей Васильевич, скажите, пожалуйста, а вот вы писатель, скажем так, продолжатель, также удивительно своеобразной литературы, славянской литературы. Да? Вот Платон Ломуцкий он писатель, откуда вырос Платон Аюнский, откуда выросла его литература? Платон Ломуцкий.
наиболее в нашей его четверке по части психологической интенсивности относится и сам Андрей Исаевич. Я сам несколько раз испытывал его влияние. Это его произведение, роман «Дух земли» называется. Нет, это его роман, вот это он сюжет подчеркнул, подборного материала, народной традиции, обычаи, подбавить полностью, конечно, это и жизнь, это по народу, естественно, и глотота. Андрей Васильевич, скажите, пожалуйста, вот я Они все, что смотрят вокруг, и вы все время песни передавали, и давали право человека. В издательстве «Молодая гвардия», она тоже называлась очень как бы все это было взаимосвязано, когда он выпускал вот эти книжечки молодых авторов, и он был очень доволен этим названием, что историю это как бы обозначены 3 темы. Хорошо, спасибо. Ну, Владимир Николаевич, вот мне вот как-то было очень радостно и интересно работать над пьесой Одиссея Инока Якутского в русском театре. В большом поселке Скобельского Уса, может быть, здесь кто-то даже из Скобельского Уса у вас есть. Вот. И мало того, я, значит, в детстве, может быть, даже не осознавал, что я жил фактически в какой-то такой шаманской среде и застал ее каким-то образом. Вот. Потому что, ну, можно вспомнить такую историю. В детстве мне было совершенно непонятно, почему старики якуты, несколько семей, не живут в нашем поселке, а живут где-то за километр не доезжая, за километр переезжая, а в самом поселке не живут. И я помню, как-то стал пытать одного деда, вот, говорил, ведь это же неудобно в поселке жить, не в поселке жить, ходить в магазин, там, в больницу. Вот. А он говорит, об этом поселке жить нельзя вообще, в середине, где вот вы живете, глупые, которые ничего не понимаете, потому что там когда-то был похоронен шаман, а возможно и не один. Вот. Ну, тогда я как бы не обратил внимания. Потом я жил в соседнем поселке, поскольку в нашем Костомусе была только начальная школа, и опять же я встретил там дедушку на окраине, который не хотел жить в поселке. Вот. А тот поселок уже конкретно назывался Аюн-Хая, то есть Шаманская гора. А промышленный это было его новое название, которое ему, так сказать, советская власть присылала. И этот дед сказал опять, вот ты, когда вырастешь, мальчик, почему-то я у них вызывал доверие, может быть, я был любознательным, ты в этом промышленном не живи, значит, ты уезжай отсюда, потому что все равно толку не будет, поскольку там жить нельзя, опять же там шаман. Ну вот, и как бы это осталось где-то в детской памяти, а потом, когда я буквально несколько лет назад стал писать эту книгу, ну, все это просто возвратилось. И я вспомнил, что и другие окрестные места, они в названии фигурировали, значит, слово шаман или шаманское. Вот. Видимо, это был такой момент, вернее, такое место, где когда-то действительно жили шаманы знаменитые, вот, где я был самым первым ребенком, который там родился. У меня свидетельство о рождении номер 1. То есть я первый человек, появившийся в запретной шаманской зоне. Значит, да? Вот. Ну и, видимо, такое не проходит даром. Поэтому, значит, со временем это как-то трансформировалось, и почему-то именно на меня вышло московское издательство «Вечи», которое выпускает такую знаменитую серию «Великие тайны». И вот они мне сказали, какую великую тайну можно, значит, о Якутии написать. Ну и первое, что мне пришло в голову, это, конечно, шаманизм. Потом я уже изучал какие-то источники, встречался с шаманами, вспоминал, значит, что я видел о них, знал. И почти 2 года я работал над этой книгой, поэтому некоторые посчитали, что я куда-то потерялся как поэт, как драматург. Вот. Но это вот как раз объяснялось тем. Ну, а еще я хочу, Андрей, сделать такой, ну что ли, поворот. Ты же начал наш разговор с Аланко, да? Не решил, наверное, что я, так сказать, слабый попутчик в этой беседе. А я вдруг вспомнил о том, что вот и Андрей сказал, что Аланко, кроме всего прочего, это еще энциклопедия. Энциклопедия якутского народа. И вот я это
сегодня феминистка Мария Арбатова говорит о том, что мужчины используют все способы дискриминации женщин, в том числе этот суффикс, добавляя, значит, и поэтесса, и писательница, и так далее, и так далее. Ну, я примерно так же отношусь, может быть, не так воинствующе, как Мария Арбатова, но считаю, что поэзия — это такая вещь, которой ну, половая принадлежность не имеет большого значения. Если речь идет о поэзии ну, очень высоких масштабах, может быть. Но, тем не менее, вот как Владимир Николаевич сказал, в принципе, конечно, невозможно свои какие-то собственные женские вещи изничтожить и абсолютно каким-то таким поэтом бесполым. Это трудно. Но вот то явление, о котором вы говорили, что в последнее время в русской литературе очень много женских имен, я думаю, что это связано с тем, что мужчины сейчас, вот это трудное десятилетие, они как бы занимались более важными делами, может быть. Они делали конкретно какие-то вещи, а женщина как бы обдумывала это дело со всех сторон, разглядывала и философски осмысливала. И поэтому мне кажется, что появилось очень много поэтесс, поэтов женщин и разноплановых, ну, можно сказать, от эротической поэзии, кончая там философскими потугами. Очень много сейчас. Большинство тех молодых имен, которые последние десятилетия, даже последний год уже печатаются в журналах, газетах, женские имена. Вот сейчас и сколько у нас, так сказать, по половому признаку пойдет деление. И я надеюсь, что сейчас уже появятся молодые поэты. Kurus ırıyorlar, öyle
он говорил, вот временное движение. Такое удачное сравнение, да? Вообще, я считаю культуру в таком широком понимании республики, Сава Якутия, одной из сильно развитых культур Российской Федерации. Вообще у меня убеждение такое. Обычно, когда рассуждаем о культуре, на первый план мы как-то так привыкли ставить акцент при очень таком глубоком уважении к другим народам и к большим великим народам. А все-таки так повелось, поскольку мы все время из века в век, что ли, бок о бок живем, народы Севера и народ Саха, вот мы ставим на первый план культуру народа Саха. Вот в этом плане якутскую культуру я очень высоко ценю, уважаю и считаю, что, видимо, в далекое-далекое время, куда еще многие еще не заглядывали, но из ныне живущих писателей, Владимир Николаевич Алексеевич ближе всех туда подошел, почаще так заглядывали так, ну, он уже до Чингисхана дошел, потом, видимо, дойдет и до Корнея Бестопа, видимо, своего народа. И этот народ, видимо, был в свое время большим народом. Большим народом. Но в результате разных потрясений исторических. И, конечно, этот народ, талантливый, большой народ, добрался до нашего края. Потому что в этом свидетельствует и Йоган о этой национальной высоте. И вообще эти песни, поэзия, вся литература. Вот, народ Саха, Якутия вообще, люди очень талантливые. Ну, подними, допустим, живого якута, допустим, и попроси спеть. Он не хуже любого эстрадного артиста, эстрадного певца, исполнит песню, и это не надо просто порядка вещей. Вот в таком понимании, в таком смысле, литература очень высоко развитая. И вообще свидетельством высокого развития литературы Якутии является это мировое признание достижений культуры, духовных достижений нашей республики во всем мире. Ну, олицетворяет всю эту культуру. Вот наш большой друг Андрей Савич Борисович. И на него смотрят как на привычного человека, которого можно встретить, как говорится, каждый день. А между тем это великий человек, это достояние нации. Я считаю, именно якутской нации. Андрей Борисов, вы, молодые друзья, юные друзья, студенты. Вот каждый день говорите, когда вы общаетесь с Андреем Савичем, потом, когда вы достигнете нашего возраста, будете вспоминать, с каким человеком, с какой гигантной личностью вместе работали, по любому посту и так далее. Вот он, Андрей Савич Борисов, уровень, глубина, широта культуры республики. О тех идеях, которые возникали, когда писали ту или иную вещь, то, естественно, много-много передач надо между ними. Поэтому вы спешите, задавайте вопрос. У кого вопрос сейчас? Кто-то лежит. Специально вот привязали, да? У меня вопрос ко всем. У меня вопрос такой, ну, скажем, актуальный. Сегодня, когда мы так много не читаем, но
чем смысл писательской работы? Ну, например, в середине 20 века вся культура была сосредоточена в книге. А сегодня не такая ситуация, мы все знаем. Ну, например, там, ну, в середине 20 века была там только информация от книг, по-моему. А сейчас Вроде бы уходит в тень, но тем не менее, любая, любое произведение, которое становится достоянием зрителей, будь то кино, будь то какой-то спектакль, все равно имеет литературную основу. Поэтому литературная основа, литература навсегда бывает востребована в том или ином виде. Я бы хотел сегодня сказать о том, о призванности. Призванность это можно, наверное, сравнивать с востребованностью. Вот вы понимаете, вот только что вот я прослушал рассуждения моих друзей Натальи Ивановны и Владимира Николаевича о женской поэзии, о роли женщины или мужчины. Я думаю, что роль женщины или мужчины просто зависит, мне кажется, от призванности. Определенное время бывает востребовано какое-то произведение, и человек призванный восполняет вот этот какой-то социальный заказ, мне кажется. И это относится, на мой взгляд, не только к литературе, но вообще к жизни вообще. Вот вы, молодые люди, сегодня, вы ищете точку приложения своих усилий, своей судьбы. И вот от того, как вы своей призванности, от этого и будет зависеть, состоитесь вы как личности или нет. Я хочу оговориться в том плане, что это зависит не только, относится не только к литературе и искусству, а эта призванность, оно касается любой деятельности, человеческой деятельности. Вас ожидает удача. А если вы не будете соответствовать по какому-то параметру этому призванию, то человека ждет неудача. Об этом с самого начала, наверное, надо знать и с самого начала надо пытаться чувствовать. Спасибо. Или пьесу. Все песни, которые вы слушаете, в основном пишут поэты, то есть они сочиняют тексты, да, звучит песня, поэта нет. И вот я просто вспомнил историю, ну уже довольно много, может быть лет 10 назад я был в Финляндии. И получилось так, что в этой стране очень мало платили писателям. Почему? И писатели финские решили объявить забастовку. Вот. Сначала всем в этом фильмы, которые были основаны на их произведениях, запретили по радио петь песни, для которых они сочинили стихи, и в результате эта финская культура, значит, стала входить в такой тупик. И государству пришлось принять условия писателей, и вот таким образом они доказали, что выходит и в современном мире они все-таки нужны. Спасибо. Не о настоящей литературе, а хотя бы о одноразовых вещах. Вот, пожалуйста, Забава, Дарья Донцова, Маринина, тот же Гарри Поттер, они сегодня настолько читаемы, настолько покупаемы, что нам с вами очень далеко до них. Так что литература в любом виде, она будет существовать. Николай Алексеевич говорил про призванность, а я вот хочу сказать про востребованность. Каждый из вас должен определиться, что он хочет потреблять. Вот эту одноразовую литературу, консервы, или же настоящую литературу. То есть определиться для себя окончательно, что он будет читать. Вот в этом главная задача сегодняшнего дня.
Когда-то на заре моей молодости, я сегодня как очень древний человек вспоминаю про свою молодость, но тем не менее у меня был замечательный первый редактор, с которым меня свела судьба в маленькой газете «Северная трасса», газете авиаторов. Он тогда меня заставил прочесть Леона Фихтвангера «Иудейская война». Вы знаете, что это очень большая книга, исторический роман, который в общем-то, очень трудно одолеть, когда тебе 20 лет. Но, тем не менее, я эту книгу прочла. И на протяжении всей жизни я возвращаюсь к ней не один раз, потому что настоящая литература – это как, ну, грубо говоря, жеребятина, которая никогда не надоест. А вот то, о чем я говорила, те же детективы и та одноразовая литература, она, конечно, вполне возможно, что писательство в таком виде действительно не нужно. Спасибо. Задумайтесь. Свои мысли, переживания, радости, свою грусть, о своей первой любви и так далее, вы обязательно доверите чистому листу бумаги и перу. Не будете это рассказывать через интернет, телевидение, вот я сегодня рад, вот у меня такая радость, такая печаль и так далее. Верно? Вот, поэтому вы это состояние души, состояние души. Вот, например, мы сейчас радуемся каждой находке вот бесполезного наследия наших писателей, которые рядом с нами сегодня стоят. Вот, прямо датируется вот этими их записями, их письмами, короткими рассказами и так далее. Это великая находка, это великая радость. И когда человек пишет, он действительно счастлив. И писать надо не обязательно для того, чтобы издать обязательный книгу. Писать надо писать для себя. Может быть, даже стол. Пусть книга издается, после рукопись. Пусть там останется даже после тебя. Но все равно, рано или поздно, это написано, все равно найдет своего читателя, и люди потом, может быть, будут наслаждаться тем, что этот человек, которого уже сегодня на свете нет, но как он здорово написал, как он здорово мыслит, как он прямо рассуждает, думает так же, как и я сам, например. Вот каждый как будет думать. Поэтому книга – это верный друг и спутник каждого человека, не только у нашего 21 века, но и последующих веков, которые будут последуют потом 22 век, 23, 25, 50 век. Все равно книга будет рядом с человечеством. Спасибо. Рehtorin nuoren nuorolta tappau energiamia vartuma. On tuotunen eteen vartuma. Bir tüten idini eten turamat bihice bu berton fakta çitekler bütün onu ite bitbetin ona kiyimlik, derinlik, научный болбата, наукта быттан болбата. Осайнан хурьячы быттан, философ быттан, деревни быттан, хатава кутту деньги на философ. Ну, это такое смутное в то ли время, какой-то такой отрезок исторического времени, да? Когда нет такого. Самый главный человек – это мать. То есть даже если говорить о народе, то это для северных народов, это наша мать, это наша природа. Поэтому в нашей благодарности мы именно преклоняемся перед глубиной, беспредельностью природы. И как, кто как может, славим нашу природу северную, очень красивую, загадочную, вместе с тем недоступную, очень трогательную, очень нежную, кто как может. И я, как писатель, действительно то же самое, это одна из моих любимых тем, и вместе с тем творчество это творчество, это песни, поболеть в северном пении, не только творчество, а сейчас практически вся моя деятельность направлена на то, чтобы как-то внести свой посильный вклад в дело подъема религиозности. Потому что это
улицы можно туда прийти. Можно прийти и показать свои стихи. Пропуском на это совещание будут ваше творчество. Спасибо. Я бы хотел ответить на этот вопрос так, что это в советское время раньше очень много устраивали совещания молодых писателей и говорили, что на совещаниях не делается. Ничего подобного. Я считаю, что именно на совещаниях делаются писатели. Знаете, страшное дело человеческое слово, страшное дело слово авторитета. Вот я, наверное, никогда бы не стал писателем. Я же по образованию математик, у меня были другие планы, но первые опыты литературные прошли очень именитые писатели. И страшное дело, когда тебя хвалят. Когда тебя, о тебе говорят такие, вроде бы, слова, которых ты еще не заслужил, и от которых тебе страшно. И у тебя уже много выхода не остается, как только оправдывать вот эти слова. Поэтому это дело ответственное и очень опасное. Я бы хотел еще тоже несколько слов добавить. На самом-то деле это вот такое же общение, как у нас сегодня, даже может быть еще и более открытое. То есть молодые писатели собираются вместе, приносят свои стихи, и там же сидит несколько настоящих уже состоявшихся поэтов. Вот мне тоже приходилось в свое время проходить через такое совещание. Именно я считаю, что 8-е всесоюзное тогда совещание в Москве как бы по сути меня и открыло. То есть я приехал туда человеком, который написал первые стихи, оттуда уехал уже опубликовавшимся в «Комсомольской правде» и с какими-то вот, с какими-то авансами, вот так же, как Николая мне выдали. А было так, там было 4-5 очень известных поэтов, и вот мы, молодые писатели, по очереди читали свои стихи. Молодые же писатели говорили все, что они думают об этих стихах. Часто обычно оценки молодых очень категоричны, да? Любимое выражение: тебе вообще не стоит брать в руки ручку, вот, или ты явный графоман, или что-то такие, комплименты такого рода. Но более опытные старые писатели для чего нужны? Для того, чтобы оценить. Они там говорили: ты вот, Петя, не горячись, на самом деле у Васи есть 3 замечательные строчки. И читали 3 замечательные строчки, это было очень важно. Поэтому вот я думаю, что это наше совещание, это таким же будет неформальным общением, что тоже это какой-то шанс о себе заявить. Я вот сколько давал. Со всех концов республики. И вот тогда при закрытии первый секретарь ЦК ВКСМ Борис Николаевич Пастухов буквально сказал так: вот мы в течение недели посовещались, обсудили свои стихи, там, рассказы, повести и так далее, познакомились друг с другом. Если из вас, из 300 молодых писателей, хотя бы 5 человек станут членами Союза писателей СССР, то будем считать, что седьмое всесоюзное совещание молодых писателей выполнило свою задачу. И вот когда я стал народным депутатом России, там в Москве встречаю Бориса Николаевича Пастухова. Он тогда работал заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Я к нему подошел: Борис Николаевич, вот я тогда там принимал участие, вы тогда вот такие права. Вот я стал членом Союза писателей СССР, я с ним поделился, поскольку он его доверительные слова. Он говорит так: молодец, ты еще ко всему и народным депутатом России. Да он давай. Так сказали, была его школа, и потом, когда, видите, Наталья Ивановна, народный поэт Республики Саха-Якутия, это участница 7-го всесоюзного совещания молодых писателей. А Юрий Сергеев 25 лет назад. Юрий Сергеев стал одним из ведущих русских писателей, имя которого сегодня известно всему миру. Владимир Алексеевич Лугинов, мой попутчик в Москву, народный писатель Якутии. Андрей
писали тогда и о чем, и как пишете сегодня? Общество ориентирования от этого меняется творчество писателя тем или Я думаю, сама сущность писателя не меняется. В свое время, когда у нас только объявили громко перестройку, порвались вот через этот щит, а потом, значит, была подведена линия, и все это называлось, ну, пережитками прошлого, чем-то еще. И, допустим, когда цензура исчезла, вот у меня лично появилась возможность написать первое. Ну, я пишу не полную рубрику, а любовь к счастью. к читателю. И запрещались-то, оказывается, вот сегодня стало все доступно. Тот же Солженицын. И те же вот писатели, которые пишут на политические темы, ну это не такая, оказывается, высокая литература. И не стоило это уж так уж сильно не запрещать, никак, мне кажется. А произведения вот, настоящей литературы, они очень крупнейшими тиражами выходили, и они опубликовывались. Я думаю, что будь и в то время я бы написал и это, свои вот, романы. Наверное, я думаю, что с небольшими, наверное, проблемами, но все равно бы эти романы были бы напечатаны. Сейчас. Потому что совершенно не тиражируются неугодные произведения. И тиражируются через многомиллионную аудиторию вещи, которые угодны сегодняшнему времени, вещи, которые развращают человека, вещи, которые этим вещам прорваться к читателю сегодня невозможно. Никакого запрета не надо, просто их не печатают. Просто им не дают возможности выйти к читателю. вот, обратить ваше внимание, дорогие наши гости и дорогие студенты, о том, что мы сегодня говорили на русском языке. Якутская литература, венская литература, ну, разумеется, само собой разумеется, и русский писатель, мы говорим на русском языке, но кроме тех стихотворений, которые мы читали, и это очень важно. Важно, когда мы, представители разных народов, представители литературы, и малочисленной литературы, и литературы малочисленных народов, и якутской литературы, и русской литературы, мы говорим на одном языке для того, чтобы понять друг друга. Но у меня вот в последнее время возникает такое вот опасение и беспокойство, что нет главного инструмента, который бы способствовал понимать литературу. Это как перевод. Вот. Перевод же это понять не только как перевести с одного языка на другой язык. Перевод это всеобъемлющий. Потому что без перевода люди, континент, страны друг друга не понимают. Особенно в литературе. Я более чем убежден, что вот сидящие в этом зале вот, студенты, которые говорят на русском языке, так и многие не читали произведения и Платона Юнского, и Кулаковского, и Алпа Сафронова, да и, наверное, и в последнее время и Сафрона Данила, Семена Данила, наверное, не читали, да? Поскольку нет одного самого главного, переводческой работы. То есть она очень мала, она очень мизерна в отношении того, что
диплом переводчика сразу невозможно стать прекрасным переводчиком. И если это было бы так, они бы давным-давно всю якутскую литературу перевели на якутский язык. И вот сейчас мы продумываем вопрос о том, чтобы, может быть, в литературном институте договориться о новой группе переводчиков, чтобы переводить сразу с якутского языка на русский язык. Но настолько это все сложно, деликатно и финансово тут проблемно, что очень трудно все эти вопросы решить. Но эта проблема очень большая.